Больше 6 миллиардов долларов планируют инвестировать немецкие предприниматели в Казахстан. Об этом стороны договорились в ходе бизнес-форума. Отмечу, что стороны достигли соглашения по реализации 35 проектов, нацеленных расширить торгово-экономическое сотрудничество между странами. О чем еще говорили на встрече, расскажет мой коллега Тамерлан Тлеубаев. Он сейчас на прямой связи со студией. Тамерлан, добрый вечер. В целом, расскажите об итогах бизнес-форума. Айгуль, приветствую. Сразу скажу, основная часть бизнес-форума недавно завершилась. Теперь бизнесмены общаются, обмениваются номерами и обсуждают планы. Но в целом рассказать есть о чем. Перед началом казахско-германского бизнес-форума Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями немецких деловых кругов. Он отметил, что присутствие ведущих германских компаний в Казахстане является ярким свидетельством общей приверженности развитию экономического сотрудничества двух стран. А уже после глава государства и федеральный канцлер Германии подписали 35 экономических документов, нацеленных развивать такие сферы, как логистика, зеленая энергетика, машиностроение, а также, внимание, образование. В нашем МИДе отмечают, что Германия всегда охотно сотрудничает с Казахстаном. Давайте послушаем Габидуллу Успанкулова, председателя комитета по инвестициям. Германские инвестиции в большинстве 90% направлены на несырьевой сектор, на переработку, обработку, выпуск продукции, на конечный результат. И второе, то, что с других стран инвестиции приходят деньгами в основном. Но с германской стороны инвестиции приходят помимо денег еще с технологиями, новыми технологиями. Мы все знаем, что германская сторона при разделении своей технологии, она очень аккуратно относится к стране. Поэтому, если с Казахстаном делятся с технологиями, то очень высокое доверие к нашим компаниям. Да, Германия является ключевым партнером Казахстана в Европейском Союзе. Это отметил и президент Токаев, добавив, что для немецких предпринимателей сегодня открыты все дороги, имеются обширные бизнес-возможности для реализации их инициатив. Кстати, один из подписанных сегодня документов нацелен исключить излишнюю бюрократизацию. Об этом нам сказал Арман Шакалиев, глава Минторговли. Техническое регламентирование – одна из наболевших тем, которая вновь и вновь всплывает при экспорте товаров из Казахстана в Германию. Этот вопрос мы давно обсуждали с немецкими коллегами и, наконец, пришли к ряду решений, которые позволят нам облегчить механизмы товарооборота и таким образом увеличить поставки продукции в республику. Сельское хозяйство – еще одна из ведущих отраслей Германии, и здесь также готовы делиться технологиями. В частности, Ольга Хунгер, она прибыла из Германии и готова помочь нашим аграриям освоить технологию беспочвенной обработки земли, то есть к прямому посеву. Ну и в целом распространить имеющийся опыт в Центральной Азии. Вот что она сказала. Есть такие направления, как внедрение цифровизации в сельском хозяйстве, как в растениеводстве, так и в животноводстве, внедрение ресурсосберегающих технологий. В Казахстане очень большая проблема с эрозией почв, с задержанием влаги. И в этом направлении мы, как Германия, помогаем внедрять данные технологии. Еще раз напомню, было подписано 35 экономических документов, благодаря чему Казахстан и Германия расширяют горизонты сотрудничества. Айгуль, на этом у меня все. Вам слово.